Представитель подрастающего поколения старательно выводит строки, адресованные поколению уходящему. В Мирном осталось всего несколько ветеранов войны. Оттого так значимы слова благодарности и поддержки сегодня. К делу ребята подходят ответственно, и спешки здесь быть не должно. Сижу, долго думаю, чтобы пришли какие-то мысли, чтобы написать что-то хорошее. Дети и все желающие создают послания в прошлое для тех, кто принимал участие в событиях Великой Отечественной войны. Письма победы школьники пишут от руки на бумаге и складывают особым способом. Так складывали письма ветераны, когда писали домой. Этот способ складывания письма называется фронтовой треугольник. На конверте указывают фамилию, имя автора и обратный адрес. Треугольники опускают в специальный ящик, который будет открыт 9 мая. Ветераны получат письма школьников и горожан во время проведения торжественного митинга. В прошлом году 9 мая, прямо на митинге, когда садили мы всех ветеранов, мы им передавали эти письма. Естественно, они интересовались и спрашивали, что это за письма и что в них написано. Мы сказали, что у нас проходила вот такая-то акция, и в рамках этой акции вот все желающие написали вам пожелания, поздравления, и мы вам их передаем. На самом деле они были очень счастливы и не ожидали даже. Бессмертный полк, письма победы и георгиевская ленточка – это те мероприятия, которые так необходимы сегодня. Новые стандарты школьного образования не дают глубоких знаний истории, заменяя их отрывочными сведениями. Новому поколению все сложнее ориентироваться в различных трактовках и порой искаженных смыслах Великой Победы. Но эти дети сохраняют и множат память о великом подвиге советских людей.